Есть развернутая программа действий, которые необходимо предпринять для того, чтобы российская система образования стала тем, чем она была традиционно, одной из лучших в мире. Конечно же, недостатки системы образования – это страшно. То есть мы можем в качестве расплаты за невнимание к системе образования получить невежественных неучей, которые без зазрения совести, без каких-либо моральных ограничений рвутся во власть, которые используют, что называется, совершенно аморальные приемы в полемике со своими оппонентами. В данном случае я имею в виду не что-то абстрактное, а вполне конкретного человека, Величко, который опускается до того, очевидно, с подачи власти или, может быть, сам, опускается до того, что поливает меня грязью. Поливает грязью не только меня, но и мою семью. При том, что я никогда его не оскорблял, а если что-то и высказывал, делал это открыто. Но дело даже не в этом, я как бы это переживу, я человек сильный, можете в этом не сомневаться. У меня другой вопрос, и хорошо, что я в прямом эфире. Значит, у меня есть запись, Илья, ответь, пожалуйста, того, что по существу ты являешься соучастником государственного преступления. Чтобы вы знали, дорогие избиратели, перед вами сидит депутат городского совета Ухты, у которого были украдены голоса. Как мне стало известно совершенно недавно из записи, которая у меня имеется, к этому делу совершенно прямое отношение имеет Илья Величко. Между прочим, это происходило в отношении меня тогда, когда мы были еще однопартийцами. Кстати, о мотивах моего выхода из партии «Справедливая Россия». Я хочу спросить, есть ли предел цинизму, то есть я думал, что партия торгует только мандатами. Есть ли предел цинизму, есть ли предел моральной неразборчивости и с кем именно шли переговоры о краже у меня голосов? С Казарцевым, тогдашним мэром, с Протасовой, председателем ТИКа, с Романовым, этим лжедепутатом. И я хочу, чтобы вы все знали, защищая свои права и права тех людей, которые за меня проголосовали в Ухте, я намерен дойти вплоть до администрации президента. Будет что-то доказано или не будет, это удел юристов. Но я хочу сказать, что я на этом не остановлюсь. Никакие сплетни, никакая травля меня не остановит. Я готов защищать интересы своих избирателей. Вот. А тебе, Илья, нужно подумать, с чем ты на страшный суд пойдешь, понимаешь? Я никогда тебя не назову лживым недоноском, а если я тебя назову подонком, я скажу это в лицо. Мне неприятно сидеть с тобой рядом, понимаешь?